для решения. Спасибо. Спасибо, Харалап Назарович. Ну, коллеги, здесь на самом деле же как? Можно бесконечно много говорить о каких-то экономических достижениях, достижениях в социальной сфере, но я и раньше об этом говорил, и сейчас повторю, что самое главное – это доверие людей, это работа с сознанием нашего общества. Это на самом деле самое тяжелое, так, но и самое важное, на мой взгляд, для руководителя такого огромного субъекта, как Якутия. Изменить сознание людей очень сложно, потому что, к сожалению, оно формируется десятилетиями, если не столетиями, и те или иные установки, которые заложены в людях, поменять достаточно сложно. С этой точки зрения я не перестаю говорить о том, что нашему обществу надо быть современным, надо учиться, причем учиться не только молодежи, так и детям, надо учиться всем нам, для того, чтобы быть в русле времени, быстро меняющегося времени, отвечать самым современным тенденциям, так, а не пытаться сохранить так называемую мнимую стабильность, за которой ничего, кроме деградации, не будет. Поэтому успокаиваться никак нельзя. И вот многие меня и критикуют, почему я ставлю такие там суперамбициозные задачи, которые кажутся вообще сегодня невозможными. Я уверен в том, что мы, находясь на такой огромной территории, я вот «Коммерсанте» назвал, мы несем на самом деле ответственность, мы чувствуем себя хранителями огромной территории, так, север. Мы не можем ставить себе маленькие задачи, можем ставить себе большие задачи. Так? Мы обязательно должны их решать. Потому что только в этом случае Якутия, ее жители достигнут успеха. Поэтому вот это самое сложное, но и это самое главное, потому что я постоянно общаюсь с людьми, не только в социальных сетях, встречаюсь с ними на выездах, и видно, что к моему и к нашему вообще счастью республики, вот как раз это простые люди лучше всего понимают. Вот у нас, к сожалению, недопонимание есть со стороны вот этой так называемой некоторых элитных групп, которые при этом могут потерять свое привычное место работы управленческое, там какие-то источники доходов и так далее. Вот с их стороны это все и пытается бойкотироваться. А вот простой народ это очень хорошо понимает и очень хорошо понимает. Вот это еще раз самое главное для меня достижение, да, и самое большое сложное. Потому что здесь расслабляться нельзя. Это каждодневная, ежеминутная работа. Такой вопрос. Сейчас, обычно идут последние звонки, и выпускники школ выбирают, куда пойти учиться. И на ваш взгляд, Александр Сергеевич, какие профессии будут востребованы лет через 5-7 в республике именно, и с учетом вот этой нынешней ситуации с пандемией коронавируса, то есть глобальной ситуации? Спасибо. У нас в этом году почти порядка 8 тысяч ребят будут сдавать ЕГЭ для того, чтобы иметь возможность поступить в высшие учебные заведения. Несколько тысяч ребят собираются поступать в средние специальные учебные заведения. Конечно же, у нас сегодня в Якутии огромный дефицит высококвалифицированных, компетентных специалистов по любым отраслям. У нас, к сожалению, специалистов-то много, может быть, так, с дипломом, так, но реально компетентных, профессиональных людей не так много. И вот начиная как раз от рабочих специальностей, заканчивая высшими управленческими кадрами. И вот поэтому я еще раз про это повторюсь, надо нам всем учиться. Переобучаться, переподготавливаться. Ну а молодым, конечно, надо правильно выбрать то дело, которое ближе лежит к их сердцу. Знаете, я против того, чтобы говорить, вот, слушай, через 7 лет обязательно будет востребована, например, биоинженерия, поэтому всем надо завтра встать и стройными рядами идти учиться на биологию, там, биоинженерию, биотехнологии и так далее. Потому что, может, у человека к этому душа вообще нет. Вот, надо идти учиться туда, куда лежит сердце, да, к чему ты имеешь склонности. И тогда у тебя все получится. Потому что если ты получишь хорошее образование, то перед тобой всегда будут открыты двери на любую работу, любые социальные лифты можно использовать. С этой точки зрения, конечно, вот Республика Саха-Якутия это один из тех немногих
регионов вообще, наверное, в мире, где молодые реально могут участвовать в реализации проектов абсолютно планетарного масштаба. Причем не только в отраслях промышленных, но и непромышленных. Потому что феномен вот нашего якутского IT, это уже, он есть. И слава богу, что он сделан руками как раз частного бизнеса. То есть не везде и всюду должны быть там государственные компании, госкорпорации или само государство выступать заказчиком. У нас и частный бизнес, слава богу, сегодня предоставляет возможности для роста и самореализации нашей молодежи. Самое главное, еще раз, я бы хотел, чтобы наши выпускники, получив образование в СУЗах или в вузах, обязательно оставались и работали на территории нашей республики. Ну, у нас, значит, вирусная эта инфекция длится уже 2 с лишним месяца в республике, и ситуация до сих пор остается сложной. Вот отсюда такой вопрос. У нас вообще хватит ли в республике ресурсов для того, чтобы в дальнейшем противостоять этой болезни? Я имею в виду, во-первых, места в тех же больницах, обсерваторах, врачей, медиков, значит, оборудование, препараты, ну и так далее. Спасибо. Спасибо. Конечно, ситуация с пандемией, она у нас развивается достаточно сложно. Вот особенности, вот последний ее виток в городе Якутске, в частности, он реально наступил из-за несоблюдения большим количеством людей правил ограничительных, которые были по Якутску, действовали так. И сегодня достаточно такая напряженная ситуация. Вместе с тем, даже вот, если говорить вот по персоналу, у нас полностью есть и на уровне врачей, среднего медицинского персонала, младшего медицинского персонала. Есть, к сожалению, у нас случаи заболеваний, вот, в том числе и на скорой помощи, но мы их, как бы, людей заменяем. Есть, слава богу, возможности для этого, поэтому никаких проблем с точки зрения обеспеченности медицинскими кадрами нет. По лекарственным препаратам тоже никаких проблем нету, мы полностью обеспечены. С этой точки зрения Министерство здравоохранения Российской Федерации, Республики, они работают очень четко. И вот все, что нужно лечить людей, вот это все препараты имеются. По наполненности коек мы начинали с 485. Сейчас мы их довели уже до свыше 1500. И более того, по моему поручению, вот сейчас, буквально сегодня и вчера по Якутску разворачиваются еще дополнительные койки. Порядка 200-300 коек будет развернуто для того, чтобы иметь запас на случай дальнейшего развития эпидемической ситуации. Мы по койкам, при всем при этом, по республике у нас наполненность коек меньше 50%, 40 с лишним, да? По городу Якутску чуть меньше 60% наполненность коек для ковида. То есть мы здесь уже имеем очень большой запас, поэтому никаких проблем я не вижу. Я уверен, что вот те меры, которые мы на оперативном штабе выработали, которые я сегодня подписал, они обязательно вот на эти выходные дадут эффект, и мы на следующей неделе уже должны начать видеть снижение заболеваемости, в том числе, в первую очередь, по городу Якутску. Может ситуация по Мирно-Кангаласам, но опять же мы там работаем по Мирно-Кангаласскому району четко в рамках тех людей, которые у нас уже находятся на обсервации. Поэтому болезнь не выпущена, и уверен, что мы справимся, в том числе вот система здравоохранения, она показала свою эффективность. Вот, и вот та реформа, за которую правительство много критиковали в прошлом году, она, наоборот, в этом году способствовала тому, что с пандемией, по крайней мере, система в целом, она отрабатывает неплохо. Спасибо. Как республика будет поддерживать бюджет города, чтобы, бюджет города, в частности, бюджеты муниципалитетов, в частности, города Якутска, чтобы тот же столица, например, могла полноценно выполнять свои обязательства по социальным и прочим программам, поскольку вот выпадение доходов и расходов на борьбу с коронавирусом может привести к сокращению расходов на ранее заложенные программы. Спасибо, Денис, за вопрос. Во-первых, я хотел поблагодарить глав муниципалитетов и муниципальные депутатские советы, районные советы, городскую думу за те решения, которые они приняли по поддержке малого бизнеса. Малый бизнес, мы все понимаем, в основной своей массе, особенно в сфере услуг,
гостиничного, туристического бизнеса, даже продажи непродовольственных товаров, одна из наиболее сегодня пострадавших отраслей. И в том же городе Якутске десятки тысяч людей работают в этих пострадавших отраслях. И те меры поддержки, которые сегодня приняты на уровне муниципалитетов, на уровне республики, на уровне федеральном, они, безусловно, все-таки помогают малому бизнесу выжить в этой тяжелейшей ситуации. Я здесь хочу сказать, что каждый из бюджетов принимает меры в рамках своих возможностей. И то, что город-бюджет принял такое решение, это будут расходы городского бюджета. Так, мы тоже несем колоссальные расходы на борьбу с коронавирусом. Вы знаете, что я на 1 500 000 практически сократил один инвестиционный бюджет. Сейчас идет еще сокращение по всем другим отраслям. Именно для того, чтобы направить средства, в том числе и на выплату социальным работникам, на выплату медикам, на решение задач по обеспечению медоборудованием, медикаментами наших больниц. Поэтому все мы должны участвовать, муниципалитеты, региональные власти, федеральные власти, и нести свою долю ответственности. Поэтому я надеюсь, что город Якутск сможет потом у себя за счет перераспределения средств основные социальные программы исполнить. А думать о том, что всем будет плохо, а одному городу Якутску хорошо, по бюджету, так не бывает. Спасибо, Денис.